Самы правільны вывад заснаваны на практыцы імпульс да грунтоўнай размовы лідараў аграпрамысловага саюза краіны дало азнаямленне з гаспадарчай дзейнасцю ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Рагазнянскі». На мехдвары акцэнтавалі ўвагу на ўмовах захоўвання тэхнікі, рамонтнай базе і санітарна-бытавых памяшканнях, на малочна-таварных комплексах з тэхналагічнымі момантамі і арганізацыяй вытворчага працэсу. Но сегодня актуальный вопрос не только валовые показатели и, в принципе, количественные показатели. Сегодня я считаю, что важнейшим вопросом это экономическая эффективность, отдача именно произведенного килограмма мяса, килограмма молока, килограмма зерна и эффективность, экономическая эффективность отдачи земли. Сегодня и валовые удои могут быть, и урожайность высокая должна быть, а рентабельности не будет. Вот тут надо всем нам думать о бережливости. Как в народе говорят, человек богат не приходом, а расходом. Эканоміку ў галаву вугла рэканструяваная па даручэнню кіраўніка краіны ферма «Бус» не адзін прыклад, як павінны працаваць жывёлагадоўчыя аб'екты, у якія укладзены грошы на дой ад каровы 7800 кілаграмаў, 95% малака здаецца класам экстра, таварнасць прадукцыі таксама 95%. Рэнтабельнасць вытворчасці 55%. За высокапрадукцыйную працу калектыву фермы ўручылі прэмію абласного аграпрамсаюза. В части наведения порядка на машинных дворах, на фермах мы увидели идеальный порядок и что все объекты работают. И главное, не забыты люди, которые работают на этих объектах, созданы самые лучшие. Это бытовые условия, самые хорошие рабочие места. И здесь труженик села, будь то механизатор животновод, он в почете. Вот это мы подчеркнули в том, что нет задач, которые не могут быть не выполнены. У статусе вызначального критерию объемы вытворчасти. К счастью, вот так складывается ценовой фактор на продукцию села в данный момент, что в принципе при довольно хороших больших объемах производства, если хозяйство сегодня где-то, скажем, удойная корова составляет 20 литров и более молока в сутки, если привес из скота составляет порядка 700 граммов и более привеса. Если уровень производства зерна, урожайность не менее 40 центнеров с гектара, картофеля не менее 300, сахарной свеклы не менее 500 центнеров, то такое хозяйство устойчиво работает. Сегодня ему помощь практически никакая уже не нужна. На пленарным пасяджэнні выязнога прэзідума Рэспубліканскага аграпрамсаюза абмеркавалі вынікі працы аграрнага сектару в обласці і перспектывы развіцця галіны, аналізавалі вопыт працы Брэсцкага аграпрамсаюза, разгледзелі арганізацыйныя пытанні. Праскою Якіменка, Юрый Плінда, Тейлер, радыёкампанія «Брэст».